В объективе программы Central Asian Report тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии. Политика, экономика и культура, события, тенденции, люди – все это на одной территории. Здравствуйте, это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Проект «Атом» всем миром против ядерного оружия. Транзитный хаб Центральной Азии. Строить не стены, а мосты. 4E – аутентичный фестиваль в степях Алматинской области. А прямо сейчас центральноазиатские новости. В Туркменистане стремительно растут цены на продукты питания иностранного производства. Расчет за импорт товаров производится в долларах. В обороте их мало. Причина в запрете на свободную конвертацию иностранной валюты на местном рынке. Его ввел Центральный банк Туркмении. Чтобы сделать закуп, предпринимателям приходится обменивать деньги на черном рынке, где курс доллара значительно выше. Эксперты предполагают, что этот кризис будет преодолен, когда будет снят запрет на конвертацию валюты. Но власти страны пока делать этого не планируют. В Таджикистане закрыли 19 официально зарегистрированных медресе. Это стало одной из мер по борьбе с религиозным экстремизмом в республике. По оценке экспертов, в Таджикистане самая активная радикализация верующих среди стран Центральной Азии. Кроме того, в стране не хватает специалистов, способных грамотно преподавать основы традиционного ислама. Поэтому все больше учащихся медресе становились сторонниками экстремистских религиозных течений. После закрытия медресе получить религиозное образование в Таджикистане можно будет только в гимназиях при Исламском институте. Мир, свободный от ядерного оружия. Такова главная цель масштабной международной инициативы «Проект Атом». Он был запущен президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 4 года назад, а сейчас в него вовлечены почти 300 тысяч человек со всего мира. Наш корреспондент тоже присоединился к благородной инициативе и готов рассказать о ее подробностях. Айжан Жалдыбекова воспринимает окружающий мир через звуки, потому что увидеть его она просто не в состоянии. Айжан родилась незрячей в селе Новопокровка в 30 километрах от Семипалатинского ядерного полигона. День, ночь я отличаю. Свет, когда падает, тоже отличаю, да, вот. И вот если поближе подойти, ближе вот так вот, то могу, а так издалека, вот как силуэт человека вижу. А по голосу я уже хорошо узнаю. Айжан, пострадавшая от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Это ее официальный статус, который гарантирует девушке социальные льготы. Но ни одна из них не сможет компенсировать полноценную жизнь, которая могла бы быть у Айжан, если бы не ядерное оружие. Я не хотела, чтобы такие дети рождались, как я. Я бы хотела, чтобы был мир на земле и чтобы ничего такого плохого не происходило. Уже 8 лет, 29 августа – это Международный день действий против ядерных испытаний. Дата выбрана не случайно. 29 августа 1949 года в СССР впервые был осуществлен взрыв атомной бомбы мощностью 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. Так началась история Семипалатинского полигона. За время его функционирования здесь провели 456 испытаний. История Казахстана сама предопределила, что именно наша страна, как одна из наиболее пострадавших от испытаний ядерного оружия, должна была стать одним из мировых лидеров в этом движении. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что не все страны мира, граждане имеют представление о масштабе того урона, который способно нанести ядерное оружие. В 2012 году на международной конференции, посвященной антиядерным инициативам, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев презентовал проект «Атом». Его основная миссия – рассказать миру, какую опасность несет ядерное оружие.
Многие люди участвуют добровольно в акциях проекта «Атом». В других странах, в США мы проводили подобные акции, в странах Европы, в Японии. И я думаю, что проект «Атом» будет продолжать работать над тем, чтобы количество людей, которые понимали всю опасность этой угрозы, только росло. Проект «Атом» – это возможность для каждого внести свой вклад в борьбу с ядерным оружием, подписав петицию. На сегодняшний день это уже сделали около 300 тысяч человек из 100 стран мира. Когда документ соберет 1 миллион подписей, его направят главам государств. Авторы проекта не рассчитывают на какой-то конкретный результат, но и молчать тоже не могут. Уже 27 лет испытания на Семипалатинском полигоне не проводятся, но следы мы видим до сих пор. Сегодня я подписываю петицию на сайте проекта «Атом», потому что мир должен об этом узнать. Когда все дороги ведут в страну или через нее, главное грамотно этим воспользоваться. Из всех стран Центральной Азии самый высокий транзитный потенциал у Казахстана. Причем настолько, что в ближайшие годы республика может стать основным транзитным хабом региона. Подробнее об этих перспективах в нашем следующем сюжете. Сергей Полуянов на казахстанском рынке работает давно, но на выставке «Шелковый путь. Транспорт, логистика, инфраструктура» он в числе новичков. Долгое время российская компания, в которой работает мужчина, поставляла в республику упаковочное оборудование. Но как только перед Казахстаном открылись перспективы стать транзитным хабом Центральной Азии, компания Сергея стала срочно развивать здесь еще одно направление. Общаясь с нашими партнерами здесь, поняли о том, что сфера логистики, складской логистики, она у вас не очень развита, то есть осуществляет бурный рост. И поэтому интерес нашей компании к вашему рынку большой. Транспортно-логистическая отрасль – одна из ключевых в стратегическом плане развития Казахстана до 2020 года. Помимо прочего, серьезным импульсом для ее роста должен стать запуск трансконтинентального коридора «Западная Европа – Западный Китай». Его маршрут повторит знаменитый «Шелковый путь» и станет мостом из Европы в Азию. Вдоль этой дороги, я так понимаю, что обязательно должны быть построены какие-то транспортно-логические центры для перевалки груза, для складирования груза, потому что дорога не может быть от точки А к точке Б. Нужно останавливаться, нужно отдыхать, нужно переваливать груз, нужно сортировать его, нужно развозить его в разные места. Дорога еще строится, а компании, подобные этой, уже заглядывают за горизонт. Особое внимание предпринимателей к Южному Казахстану. Преимущественно автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай» пройдет через этот регион. Кроме того, именно отсюда есть кратчайший выход к центральноазиатским республикам – Кыргызстану, Узбекистану и Туркмении. Рядом находится Западная Европа, Западный Китай. Доступность – это 4 километра. Рядом это практически 300 метров. Рядом с этим логистическим центром проходит трансазиатская магистраль Тажм. Это железнодорожная магистраль. И находится аэропорт на расстоянии 2 километра. Вот. С точки зрения логистики всех видов доступных нам средств, это самый оптимальный вариант размещения логистики в южном регионе. И я не побоялся даже сказать, на территории Казахстана. На развитие транзитного потенциала Казахстан уже потратил свыше $2,5 миллиардов. В планах на ближайшие 10 лет привлечь еще 30. И пока государство строит дороги и создает логистическую инфраструктуру последнего поколения, предприниматели разрабатывают достойный сервис. Мы работаем по принципу одного окна. Мы можем забрать груз, перевести его, поместить на таможенный склад и не растамаживать до момента, пока, например, клиент не найдет покупателя на свой товар. Вот. Для клиента это может существенно уменьшить расходы на логистику, на транспортировку. Несмотря на то, что магистральные транспортные артерии региона сосредоточены в Казахстане, со временем питать они будут всю Центральную Азию. Главное, считают эксперты, продолжать строить не стены, а мосты.
Эмоции, эволюция, экология, этнос – все это на одной площадке под открытым небом в компании единомышленников. Такова концепция уникального фестиваля «Форе», который прошел в пригороде Алматы уже в 7-й раз. Мой коллега посмотрел всю программу фестиваля и прямо сейчас расскажет о самом интересном. У волонтеров международного фестиваля «Форе» редкие минуты отдыха. Окрестности оглашает барабан. Хотя звук молотка, топора и косы здесь куда привычней. Под палящим солнцем в степях Алматинской области 3-ю неделю подряд возводят уникальный фестивальный городок. Бригадир дает задание своей команде, и каждый человек что-то делает. Один косит траву, например, второй собирает ее граблями, третий серпом подравнивает эту траву. Через несколько дней здесь пройдет международный фестиваль «Форе» – эмоции, эволюция, экология, этнос. За 7 лет существования он стал одним из крупнейших в Центральной Азии. Хотя в 2010 году, когда возникла идея его проведения, никто и не предполагал, какая славная судьба ему уготована. То есть изначально это планировался как такой, расширенный пикник с друзьями. И когда стали готовить, говорили, сколько человек приедет? 700. Вот. И все смеялись. Приехало 2500 человек, это был 2010 год, и не хватало ничего, то есть ни воды, ни туалетов, ни еды. Вот. Но фестиваль состоялся, всем очень понравился, и вот с тех пор он только набирает силу, развивается. 7 километров ткани, 300 бревен, 2 машины сена. Это лишь часть материалов, которые нужны для строительства городка «Форе». В названии «Форе» отражается вся суть фестиваля. Он делится на 4 большие площадки. На пространстве «Эко» проходят лекции по экологии. В зоне «Этно» — концерты этнической музыки. На площадке «Эмо» можно рисовать в различных техниках, лепить и мастерить. Лида и Таня на «Форе» уже в 4-й раз. Они приезжают из Бишкека. В этом году дорога заняла 10 часов, но, по словам девушек, это того стоило. Сейчас проходил мастер-класс по лепке из глины. Вот какой-то сосуд получился своеобразный. Мне здесь нравится потрясающая атмосфера, люди замечательные. Очень, на самом деле, в основном, это люди, это атмосфера, дух доброжелательности, не знаю, взаимопомощи. Все такие, все интересные, все необычные. «Эво» — самая крупная часть фестиваля. Она разрослась настолько, что в этом году ее разделили на 7 площадок. В красной с раннего утра до позднего вечера занимаются фитнесом во всех его проявлениях. В оранжевом — танцами. На желтой площадке проходят лекции по личностному росту. Зеленый шатер отвели под творчество. Гости рисовали, делали кукол и тотемных животных. Под голубым шатром актеры и журналисты рассказывали про искусство общения. В синей и фиолетовой зоне посетители медитировали, занимались йогой, цигуном и другими духовными практиками. Каждому волонтеру отводится какая-либо зона, и он должен будет отвечать за нее. Если что-то кому-то понадобится, он должен быстро сориентироваться, кому-то позвонить, что-то сделать, бегать там, все позвать, чтобы все было в порядке. Может показаться, что организаторов и участников фестиваля все веселье обходит стороной. Но те, кто побывал на «Форе» и за кулисами, и в качестве гостя, как правило, не могут определиться, где им нравится больше. В качестве участника мы получаем огромную энергетическую отдачу от таких заряженных людей. В качестве гостя мы подзаряжаемся там вот на мастер-классах и на всяких интерактивах. «Форе» длится всего 3 дня. За это время кто-то успевает получить уникальные знания и опыт. Кто-то встречает новых друзей и даже возлюбленных. Есть и такие, кто в атмосфере эмоциональной свободы и творчества обретает себя настоящего. Собственно, для этого и был задуман этот фестиваль.
На этом все. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ.